Здравствуйте, уважаемые слушатели, коллеги. Вашему вниманию предоставляется видеолекция-презентация на тему профилактика и раннее обнаружение лесных пожаров. Хочу отдельно поблагодарить проект охраны лесов Беларуси за то сотрудничество, которое позволило нам создать программу, которая поможет жителям Беларуси эффективно участвовать в профилактике, обнаружении и тушении лесных пожаров. Я думаю, что этот проект даст большую пользу не только сегодня, но на перспективу, и не только в Республике Беларусь, но и в других странах Европы, Азии, и будет полезен для местных жителей нашей страны. Пожаром называется неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства. Лесной пожар – пожар, который распространяется по лесным и нелесным землям, на той территории, которая расположена в границах лесного фонда. На земном шаре в среднем ежегодно пройденная огнем площадь составляет примерно от 350 до 400 миллионов гектаров, что равно примерно половине континента Австралии. Потеря лесного покрова в мире из-за пожаров с 2001 по 2024 год составляет 25-30%. Согласно статистике, ежегодно на земном шаре сокращается лесов на территории около 9 миллионов гектаров, что примерно все леса Беларуси. В Беларуси основные причины потери лесов – это не только лесные пожары, но и усыхание, ветровалы, повреждения вредителями и болезни. На слайде предоставлена динамика лесных пожаров в Республике Беларусь. Здесь тесно завязано количество пожаров с средней годовой температурой воздуха. Самым жарким апрелем в Беларуси стал апрель 2019 года. Он был самым сухим с 1945 года. Климатическая жара, самые жаркие, это было 19-20 годы. Наибольшее количество лесных пожаров в Брестской, Гомельской области. Меньшее количество – это Витебская область. Здесь есть полная закономерность, поскольку пожароопасный период в Витебской области на 20 дней короче, чем на юге Республики Беларусь. Как же влияют лесные пожары на растительный мир? А влияют они плохо, отрицательно. Первое – это закономерное повреждение и уничтожение растительного покрова. Второе – это снижение скорости роста и накопления древесины. Третье – неблагоприятная смена древесных пород. Росла дубрава, сосна, ель, и начала расти просто какая-то лоза, там осина и так далее. То есть более бедные такие породы, которые экономически нецелесообразно даже выращивать. Уничтожение уникальных природных сообществ. Восстановление занимает годы, а то десятилетия. Вся огромная работа по выращиванию лесов, которая завязана с селекцией, генетикой, выращивание особо ценных насаждение, все это превращается в труху, в уголь и так далее. Поэтому это вот огромная беда для лесного хозяйства. А если к этому еще добавить гибель и сокращение животных, насекомых, птиц, особенно в гнездах, когда это еще там, птенцы, яйца, идет лесной пожар, это все, они все погибают. Уменьшение кормовой базы. Миграция животных. Пожары вынуждают животных мигрировать, покидать свои места. Нарушение структуры почвы. Выгорает гумус, наиболее ценная составная часть почвы, и, в общем-то, обедняется почва. А гумус формируется не десятки, даже не сотни, а тысячи лет. Усиливается риск ветровой эрозии. То есть, что такое ветровая эрозия? Был лес, растения, трава, кустарники. Все это сгорело, а потом ветром поднимается почва и переносится там на десятки километров. Остается пустыня, по сути дела. Гибель микроорганизмов, которые создают богатство и, в общем-то, будем говорить, помогают создаваться почве, плодородию почвы. Если это торфяные пожары, это тоже торф создается десятки тысяч лет, они тоже уничтожаются и превращаются, по сути дела, в пыль. Кроме того, отрицательно влияет и на водные ресурсы. Уменьшается поглощение воды почвой, появляется почвенная засуха, снижается испарение деревьями. Деревья отсутствуют, испарение уменьшается, становится заболачивание.
Загрязнение, естественно. Огромное количество пыли, пепла, оно загрязняет. То же самое водные ресурсы, воздух и так далее. Ну и, в общем-то, даже эта древесина, которая прошел лесные пожары, ее даже не хотят брать население местное на дрова, поскольку она черная, грязная. Ее даже неудобно там брать в себе на дрова и полить, там, не донести и так далее. Тоже есть такой фактор уборки потом этих лесных пожаров. Ну и, может быть, менее заметно, но такая глобальная проблема – это увеличивание СО2, выбросы углекислого газа. Огромная проблема. Процесс увеличения выбросов ведет к глобальному потеплению. Более теплая погода увеличивает риск лесных пожаров. Лесные пожары ведут к увеличению выбросов парниковых газов. То есть получается такой замкнутый контур. Чем больше лесных пожаров, тем хуже для экологии. Огромнейшая проблема экологическая сегодня. Не только в Беларуси, а на всем земном шаре. Погибают люди на лесных пожарах. Ожоги, отравление угарным газом, задымление. А особенно опасно для людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, при лесных пожарах уничтожаются здания, линии передачи, блокируются пути транспорта, ну и особый риск для населенных пунктов. Все, наверное, видите, смотрите новости. Для того, чтобы сражаться с лесными пожарами, профилактика и тушение, надо понимать вообще процесс, процедуру, как же загораются пожары. Любые, не обязательно это лесные пожары. И здесь существует такая закономерность или триада возникновения пожара. Суть ее очень проста, треугольник. Значит, для того, чтобы загорелся любой, неважно, или вы будете готовить в лесу шашлыки, или вы просто дома будете разжигать костер, здесь суть этой триады такова, что должны совпадать три фактора. Первое – это то, что может гореть, наличие горючих материалов. Второе – наличие источника. То есть если не будет спички, не будет там какой-то молнии, не будет искры, пожар не загорится и огонь не разгорится. И третье – наличие условий загорания. То есть должны быть дрова, должны быть спички условно, и должны быть условия. Это очень легко понять. Если у вас будут дрова, но не будет спичек, костра вы не запалите. Если у вас будут дрова и спички, но это будет дрова плавать в какой-то луже, вы тоже не запалите. Надо, чтобы была сухая, хорошая погода. И вот когда эти три фактора – сухо, хорошая погода, есть горючие материалы и есть источник огня – загорается. Я еще раз повторяю, это очень важно, чтобы понимать сам механизм возникновения лесных пожаров и как их эффективно тушить. Ученые определяют 5 стадий. Первая стадия – это процесс ограждения, это нагревание поверхности от источника огня до 100 градусов. Вторая стадия – это от 101 градуса до 150 испарение различных форм воды и начало процесса разложения. Третья стадия – это уже 150-300 градусов Цельсия. Уже древесина разделяется, разлагается, выделяются горючие газы и начало обугливания. Четвертая фаза – это 300-500 градусов Цельсия. Процесс обугливания внутри материала. И последняя, пятая – это от 500 до 1000 градусов Цельсия горение уже самого угля с выделением СО и СО2. Как запалить костер, мы уже с вами знаем. Сейчас вопрос, как же его потушить. И здесь, в принципе, достаточно знать некоторые закономерности. Первый случай. Если оторвать пламя от горючего материала, что это такое? Допустим, загорелась трава. Неважно, в лесу, на даче, возле дома. Вы берете какой-то веник, метелку и сбиваете пламя. Что у нас получается? Вы источник огня оторвали от горючего вещества. И у вас потух, по сути дела, потушили вы пожар. Второй вариант тушения – это уборка или увлажнение материала на пути пожара. Что имеется в виду? У вас шел пожар, горела та же самая трава, вы где-то или ее замочили, или обкосили,
или сожгли до какого-то канавки там или до песка, и у вас пожар прекратился, ему уже нечего гореть. То есть вы лишили источника огня горючих материалов. Третий вариант. Вы охладили источник огня до температуры ниже температуры горения. Мы не зря говорили о 5 стадиях горения пожара. То есть вы, допустим, водой залили, там, песком засыпали, и у вас получилось, что вы охладили ваш пожар ниже температуры горения. Четвертое. Я считаю, что это один из самых такой эффективных. Вы не дали доступу кислорода. Если вы что-то загорелось такое, что не так легко потушить, допустим, там где-то загорелось, там на лесном пожаре загорелась там какая-то емкость там с дизельным топливом, маслом и так далее. Его не потушишь водой, его не потушишь, его можно только пеной. Но это желательно, чтобы это уже профессионалы тушили. Ну и последнее, комбинированное, когда несколько способов. Ну, допустим, вся философия тушения лесных пожаров, она строится именно на этих вроде бы достаточно простеньких, но этом вот триаде возгорания пожаров. Источник, условия, горючие материалы. И тушится обратная процедура тушения лесных пожаров тоже вокруг него. Или отсутствует кислород, то есть условий нету, или мы, значит, убираем горючие материалы, или мы отрываем, я повторяюсь уже немножко, источник огня от горючего материала, или комплекс. Песком засыпали, водой и так далее. Это очень важно понимать. Какие же бывают причины лесных пожаров? Ну, по классификации их два. Или это естественные, или антропогенные. Какие естественные могут быть? Удар молнии. Есть такое понятие сухие грозы, когда даже нету грозы, нету дождя, молния ударает в дерево. Если кто-то когда-то видел, даже интересно получается, там дерево превращается в лохмотья такие длинные, там по несколько, 3-5 метров, загорается, и вот оно горит, и, в общем-то, становится источником огня. Ну и антропогенные, где причиной становится человек. Это могут быть сельхозпалы. Многие видят ранней весной, некоторые люди недальновидные, будем говорить, неграмотные, можно так, начинают зажигать желтую эту траву прошлогоднюю с учетом того, что быстрее сгорит и начнет быстрее расти свежая зеленая трава. Но никто не рассчитывает на то, что в этой желтой траве уже есть гнезда, есть, значит, там птенцы, яйца и так далее. Там тысячи насекомых, которые составляют тоже экологическую среду и приносят пользу природе. Все это погибает. Погибает непонятно ради чего, только из-за того, что неграмотные люди пытаются что-то ускорить. Мало того, причинами таких возгораний становятся пожары, сгорают целыми деревнями, дома, бани там и так далее, и так далее. Люди потом разводят руками, хотели как лучше, получилось не очень хорошо. Поэтому я бы вот хотел, чтобы обратили внимание. Ну и шалости всевозможные. Бросили спички, окурки, загорелось, а еще ветер и так далее. Поэтому самое массовое количество пожаров и самые они опасные, это начинается март, апрель, май. Почему? Потому что желтой травы, листьев много, зеленая трава еще не поднялась, и пожар горит быстро, эффективно и опасно. Кроме того, лесозаготовители сжигали где-то какие-то остатки, готовили пищу, костры остаются, экспедиции, другие организации, ну и вина населения. Насчет населения целая закономерность. Чем ближе к населенному пункту, тем большее количество лесных пожаров. 70% лесных пожаров возникает на расстоянии до 10 километров от населенного пункта. То есть чем дальше, тем меньше лесных пожаров. Посмотрите, естественные источники возгорания, ну это маленький процент. Есть еще причина трансграничный пожар. Это больше у нас Гомельская, Брестская область, там частенько с Украины приходили неконтролируемые лесные пожары и становились головной болью в нашей республике. Но это, в общем-то, небольшой процент в рамках всей Беларуси. А в основном это, еще раз, антропоген. Интересно, я думаю, для слушателей
А когда чаще всего загораются лесные пожары? И здесь тоже есть своя закономерность. Больше всего загораются лесные пожары это с часу дня до 7 вечера, до 19. С чем это связано? Утром это еще роса, еще не прогрелась. Вечером это уже роса. А вот с обеда до вечера, когда уже просохли эти горючие материалы, когда поднялась температура, и все замеры, в принципе, проводятся где-то в 2-3 часа дня, когда наименьшая влажность и наибольшая температура, именно тогда загораются лесные пожары. По временам года март, апрель, май – наиболее такие опасные месяцы, и тут тоже есть своя закономерность. Вместе с тем бывает, что и сентябрь, октябрь возникают лесные пожары, почему тогда уже тоже опадают листья, но когда нету дождей долго, это тоже территория лесная становится достаточно опасной. По воздействию огня лесные пожары делятся на 3 категории. Низовые, верховые и торфяные. А по скорости распространения и по характеру горения они делятся на беглые и устойчивые. В самом названии, наверное, уже есть, можно догадаться, о чем идет речь, когда идет низовые, то есть это горит лесные горючие материалы, которые находятся на поверхности земли. Верховые лесные пожары — это когда уже горит полностью лес снизу до верха. Ну и торфяные — там, где загорелись торфяники, лесные торфяники. По личному опыту могу сказать, что самые опасные — это, конечно же, верховые и торфяные. Низовые пожары занимают больше 90%, и это, в принципе, хорошо и радует. Почему? Потому что их проще всего тушить. Технология такова, что можно залить водой, засыпать песком, где-то метелкой, веникой, ну и так далее, там, сбить это пламя. И они менее опасны для жизни, для здоровья, для людей, которые тушат эти лесные пожары. Некоторые специалисты говорят, 98% таких пожаров являются низовых в нашей республике от общего количества. Они делятся, как я сказал, на устойчивые и беглые. Все здесь зависит от одного фактора, от скорости распространения. И если скорость низового лесного пожара меньше, чем 30 метров в час, то это устойчиво. Если больше 30 метров в час, значит, это беглый, то есть он уже более быстро. Когда обнаруживаются лесные пожары и сообщаются там государственной лесной охране, МЧС, специалисты должны определить, такой-то пожар низовой, устойчивый или беглый, и тогда уже специалисты понимают, сколько сил, какое внимание надо обратить на этот пожар, какое количество техники, какое количество людей и так далее. То есть это не просто так, не для красивого словца определяются эти категории. Беглые низовые пожары. Здесь, конечно, фактор один — количество лесных горючих материалов и ветер. Чем больше ветер, тем большая скорость. Бывает, достигает до 300 метров в час. Посмотреть на слайды, видно, что даже низовые пожары достаточно опасные, особенно если мы говорим о детях, о школьниках. Поэтому если можно где-то что-то самим потушить, можно попробовать. Но если это опасно, то задача подрастающего поколения — сообщить взрослым, позвонить или в лесное хозяйство, или МЧС, или в милицию. Они найдут, кому позвонить. Если это небольшой какой-то костер, и вы чувствуете, что можно своими силами потушить, то здесь можно потушить и сами. Вам будут благодарны и государственная лесная охрана, и государство. Даже в результате беглого пожара погибает большая часть самосева леса, то есть так называемый подрост. При всем при том, если взрослые деревья еще могут остаться и расти, то вот этот, как они называются, подрост, подлесок, они погибают. Хотя по сравнению с верховым, торфяным, это считается менее безвредной. В всяком случае, лес остается расти. Не надо уже его вырубать, не надо его пересаживать, не надо готовить почву и так далее. Валежный низовой пожар. То есть, как правило, это пожары, которые возникают на буреломах, ветровалах, и очень много валежников. Их тяжело тушить, хотя они низовые, но вместе с тем радует то, что они низовые. Намного опаснее
Он хоть и реже бывает, это верховой пожар. Он охватывает весь полог леса. Интенсивный, опасный, в хвойных насаждениях. Почему? Там, где низкая крона, и они наиболее опасны. И они требуют высокой квалификации по тушению этих лесных пожаров. До 3,5 км в час — это устойчивый верховой пожар, или другими словами 60 метров в минуту. Больше 60 метров в минуту скорость — это уже беглые верховые пожары. Но если вы обратите внимание на слайды, это вообще картина, будем говорить, неприятная, опасная. И если кто-то когда-то видел верховые лесные пожары, может быть, там со специалистов тушил, то знает, насколько это сложно. Во-первых, очень высокая температура возле пожара. Сгорает там в радиусе 20-30 метров. Подойти к нему невозможно. Не то, что там его залить, там засыпать и так далее. При беглом верховом пожаре перелетают горящие ветки, горящие иглица на расстоянии до 200 метров. Не 20 и даже не 100 метров, а 200 метров. И остановить такой пожар очень сложно. Сложно описать. Это надо увидеть, наверное, чтобы понять, насколько это серьезная проблема. Во-первых, вы не увидите солнце. Оно будет как ночью луна. Темный, значит, дым, он как будто ночь, как будто вы где-то там, при всем при том, что там 30-градусная жара, вы не увидите солнце. Это психологически очень давит. Большая температура, треск там. Лес горит уже совершенно по-другому. Если так, низовой пожар горит такой, как будто соломка какая-то, светлый дымок, то верховые пожары, там уже горит, как будто там загорелась цистерна с каким-то мазутом, черная, потому что при такой температуре по-другому деревья горят. Выделяется смола, и эта уже смола горит как топливо в двигателе автомобиля. Такое впечатление, что там какая-то цистерна загорелась на железной дороге, а точно не древесина горит. Поэтому это такой момент еще морально-психологический. И если люди неподготовленные, им очень тяжело, особенно на начальной стадии, тушить эти пожары. Потому что там натурально страшно, и, в общем-то, там не то что тушить, подходить тяжело к этому делу. При верховых пожарах дым темно-серый, высота пламени над уровнем крон до 5-8 метров, температура пламени 900-1200. Если вы увидели, что высота пламени над уровнем крон выше, там 5-8 метров, температура огромная, там до 1000, темно-серый дым, то надо быстро сообщать государственной лесной охране, МЧС, можно в милиции и так далее. Они найдут, кому сообщать. Но надо понимать, что это опасное. Единственный раз, когда погиб человек на лесном пожаре, это было там лет 30 назад в Новогрудском лесхозе. И то подозреваю, что он просто был в сердечнике, и ему стало плохо. А в России это частые случаи. У нас служат летчики, значит, которые начинали свою карьеру над Сибирью. Там частенько бывают такие случаи. Там есть такие нюансы, когда именно верховые лесные пожары, от них погибают даже специалисты, которым обучены. Притом не от температуры, не от пламени. Там последний случай было, погибло 5 пожарников из-за того, что в сопках выгорел кислород, и они просто задохнулись. То есть есть еще такая опасность. При верховом пожаре надо понимать еще одну закономерность, что очень быстро сгорает кислород. Если даже нету ветра в этот день, то появится в любом случае ветер. Горячий воздух поднимается вверх за счет конверсии. Подтягивается и появляется искусственно ветер, поднимается искусственно, разжигается искусственно пламя. Поэтому чем быстрее вы обнаружите, чем быстрее вы сообщите, тем быстрее будет возможность потушить. Ну и сами должны соблюдать максимальное внимание, потому что в первую очередь дороже ваше здоровье и жизнь, чем необдуманные какие-то действия, которые могут повлечь за собой какие-то неприятности. Огненный шторм — самая опасная форма лесного пожара. Это когда идет огненный вал,
Притом бывает скорость такая, что, в общем-то, только на автомобиле можно убежать, если есть, конечно, дорога. Здесь тоже надо четко, ясно представлять. Лучше, и вообще я предлагаю, не профессионалам, которые не знают, что такое лесной пожар. Ваша задача, в первую очередь, сообщить. Приедут профессионалы, приедут техника, и они уже будут, так сказать, на профессиональном уровне разбираться, что делать, какими методиками, как тушить. Или это пожарная машина со струей, так сказать, или это встречный огонь, отжиг, или это водосливные с авиацией и так далее. Они лучше знают. Потому что необученному человеку, неподготовленному, это очень опасно. Самое главное правило для детей, в первую очередь, для гражданских. Увидели дым, увидели пожар, сообщить взрослым. Сегодня это не проблема, практически у каждого есть телефон. Позвонили, а уже потом определяться можно. Если это небольшой, низовой, не опасный, есть возможность там где-то рядом водичка или там где-то рядом что-то есть, лопата, потушить. Если же есть хотя бы малейшая опасность для жизни, для здоровья, не надо торопиться туда, надо подождать. И третий вид — торфяной пожар. Это наиболее сложный для тушения. Почему он сложный? Он подземный, по сути дела. Выгорает торф, спокойно. Иногда просто маленький дымок, нету пламени. Но он чем опасен, что можно пройти и провалиться. В Подмосковье были такие случаи, когда тушило, пригласили армию, значит, военных на бронемашинах, и одна из бронемашин вместе с солдатами провалилась на глубину там 4-5 метров просто, и погибли все там, и сгорела эта машина. Почему? Потому что, кажется, ехали по торфянику, а там уже давно-давно не торфяник, уже выгорел. Одни угли и так далее. Здесь максимальное внимание, не надо вообще заходить на эту территорию, приедут специалисты. Ну и самый эффективный, конечно, метод тушения торфяных пожаров — это обкапывание экскаватором до воды, чтобы пожар просто не вышел за границы той территории, которая загорелась. Он выгорает. Бывает другая проблема, что испаряется вода жарой. Надо тогда еще шире немножко. Ну, вот так. Просто заливать водой, будем говорить, это метод такой, если не бесполезный, то дорогой и не всегда эффективный. Вода уходит в торф, торф как горел. Если кто-то наблюдательный может заметить, что иногда торфяные пожары горят даже зимой из-под снега. Снегом засыпало торф, а он там горит по большому счету. Поэтому просто водичкой там и песочком потушить очень сложно. Самое простое — это обкопали каким-то экскаватором, и вот оно там выгорело и потухло, по сути дела. Чем еще торфяные пожары опасны? Подгорают корни деревьев, они падают, это дополнительные горючие материалы, все это загорается. Эти упавшие деревья, они еще создают проблемы для транспорта, для пожарной службы и так далее. Не дойти, не добраться. Мало того, что еще можно и погибнуть там, и сгореть, так и что там не доехать, не дойти в этом плане. В любом деле, а особенно в охране лесов от пожара и тушении лесных пожаров, самое главное — это безопасность. Поэтому если вы даже осенью, зимой увидели на торфянике дымок, ни в коем случае туда не подходите. Есть опасность провалиться, есть опасность повредить себя и потерять здоровье. Надо помнить триаду загорания. Это лесные горючие материалы, это условия и источники огня. Коснемся мы лесных горючих материалов. Первое — это так называемая природная пожарная опасность в лесу. О чем идет разговор? Лес может быть березовый, лес может быть там, где растет осина. Лес — это там, где растет ольха, и круглый год под ногами вода, не пройти, не проехать. И лес — сосна, ель, где сухо, много иглицы, много горючих. Везде одно и то же самое слово «лес». Поэтому, когда идет лесоустройство, так называемая инвентаризация лесов, всегда определяется вот эта природная пожарная опасность. Природная, потому что то, что вырастила матушка-земля на своей территории. И в зависимости от этого леса есть и пожарная опасность. Сделана целая таблица. Вот и обратите внимание,
есть такие объекты загорания. Особый класс пожарной опасности, первый, очень высокий. Сюда относятся хвойные молодняки, сосняки, вырубки, поврежденные насаждения. То есть все то, что легко загорается, оно и находится в первом, очень высоком классе природной пожарной опасности. Почему я подчеркиваю природная пожарная опасность? Потому что еще будет пожарная опасность по условиям погоды. Здесь нас касается именно то, что дает нам природа, какие леса растут на такой-то территории. И чем больше у вас молодняков хвойных или хвойных насаждений, тем более опасно ваше насаждение для лесных пожаров. И наоборот, если у вас там одни ольшадники, осинники, где и зимой, и летом надо в сапогах ходить, чтобы там под ногами хлюпает эта вода, понятно, что такое насаждение запалить практически сложно или даже невозможно. И здесь уже внимание на эту территорию намного меньше нужно, чем на первый класс пожарной опасности. Второй класс высокой пожарной опасности — это уже там более взрослые насаждения, сосняки, там брусничные, мшистые и так далее, с хвойным подростом. Третий класс, средний, здесь уже увлажненная территория. Это какие-то сосняки, ельники в условиях более таких влажных. Четвертый класс опасности — это лиственные, влажных условиях. Здесь сырые, мокрые места. То есть где-то уже болота и так далее. А просто, чтобы было понятно. Есть там более сухой лес, есть более влажный. Есть более опасные породы, которые легко загораются, и которые вы, наверное, когда разжигаете костер где-то, чтобы приготовить что-то в лесу, вы же в первую очередь ломаете ветки еловые, хвойные, там, и оно легче загорается. Точно так же в природе. Поэтому, с одной стороны, есть наиболее опасные, которые легко загораются и могут превратиться в лесные пожары, и есть те, которые менее опасны. И пятый, очень низко, это на участках с избыточным увлажнением. Это какие-то болота, я еще раз говорю, там высокая зеленая трава, болото, под ногами хлюпает эта вода. Поэтому от 1 до 5 все леса поделены на классы природной пожарной опасности. Второй фактор, или, как мы говорили в этом трехугольнике, это пожарная опасность в лесу по условиям погоды. То есть там идет вопрос о лесных горючих материалах, а сейчас о условиях. Когда идет дождь, когда все мокро, понятно, что запалить сложно. А вот когда засуха, и чем больше сухих дней, и чем меньше влажности, тем быстрее есть опасность возникновения этих лесных пожаров. Есть определенная формула, она тоже достаточно простенькая, примитивная. Там считается, чем большее количество дней у тебя было без дождей, тем большее количество баллов ты суммируешь. Чем большее количество баллов, тем больше класс пожарной опасности. Вот есть у нас там слайдик, который показывает тут. Если у тебя количество баллов, допустим, 4000, то у тебя средняя опасность. Если больше 10 тысяч, то это уже чрезвычайная ситуация. Но если прошел дождь 2 миллиметра, то у тебя пожарная опасность становится нулевой. То есть это как на спидометре. Ты ехал, были сухие дни, потом дождь прошел, ты сбрасываешь, и с нуля начинаются накапливаться эти баллы. Все достаточно просто, но с другой стороны достаточно понятно. Чем больше температура и чем больше сухих дней, тем больше класс пожарной опасности. Так вот, на основании класса пожарной опасности местные органы управления вводятся ограничения или запрет на посещение лесов. Это уже при высокой и чрезвычайной. А там 1, 2, 3 класс пожарной опасности, там просто свои правила. Там, если там при 1 не дежурят, при 2, допустим, дежурят до 7 вечера, а уже при среднем классе пожарной опасности требуется круглосуточное дежурство, то есть свой регламент, будем говорить другими словами. Это вполне тоже закономерно. Как и уже 4, 5 класс пожарной опасности, вплоть до того, что ограничение посещения лесов. А почему ограничения, мы с вами уже определили, что самая главная опасность, к сожалению, и источником огня являются
посещения людьми, и они являются источниками возгорания. Кроме температуры воздуха, кроме дождей, есть еще влажность горючих материалов, от которой зависит возникновение лесных пожаров от источника огня. Чем более сухие у вас горючие материалы, тем проще запалить. Вот есть интересная таблица, смотрите. Если влажность горючих материалов 21-25%, то ее, чтобы запалить, надо по-серьезному. Или костер, или хозяйственные палы. Мы знаем с вами, что такое палы, да? Зажгли там какой-то костер или траву, и оно там горит неуправляемо. Если 16-20%, то там уже не обязательно костер. Там достаточно какой-то горящей спички. Упала горящая спичка, и уже при такой влажности может загореться. А если 11-15%, там еще проще зажечь. Какой-то тлеющий окурок упал или пепел из трубки, и тоже он может стать источником огня. А если еще жарче, и дождя не было, и у вас 7-10% лесная подстилка, влажность, здесь просто даже не огонь, не костер, не горящая спичка, а тлеющая спичка, там, даже которую вроде бы бросили, она не загорелась, но она тлела и загорелась. Ну, а при особо, когда уже, так сказать, все пересохло, и влажность в лесной подстилке 5-6%, это бывает редко, но при таком достаточно искры от двигателя внутреннего сгорания. То есть проехал автомобиль с плохим каким-то глушителем или трактор без глушителя, и у тебя есть опасность. Кстати, бывает, что тепловозы вдоль железной дороги, если кто-нибудь обратили внимание, все время, значит, проводят противопожарные полосы. Это не случайно, потому что искры с тепловоза, а когда малая влажность и сухость большая, значит, тогда легко загорается. С одной стороны, мы определили с вами влияние самих качеств лесов в зависимости от влажности, там, от пород. С другой стороны, это погода. Ну и третий момент — это, конечно, источник огня. А для того, чтобы дойти до источника огня, мы говорили, что это антропогенные в основном. Кто же в нашей стране вообще занимается и кто управляет этим процессом, как охрана, профилактика и тушение лесных пожаров? Здесь вот следующий слайд. Обратите внимание, Совет министров, которому подчиняется Министерство лесного хозяйства. У Министерства лесного хозяйства своя вертикаль. Это в области производственное лесохозяйственное объединение. Практически в каждом районе это лесхозы. Лесхозам подчиняются лесничество, лесничеством мастерские участки, ну и обходы. Министерство лесного хозяйства плотно работает с Министерством по чрезвычайным ситуациям, которые помогают сегодня более эффективно, более быстро обнаруживать лесные пожары. Хотя Министерство лесного хозяйства в этом плане тоже очень много делает. Сегодня практически вся республика, вся площадь всех лесов накрыта видеонаблюдением, и достаточно эффективно, быстро обнаруживаются лесные пожары. В каждом лесничестве есть так называемые пункты противопожарного инвентаря, ППИ, где вот на фотографиях, на слайдах видны, что там хранится, значит. Это лопаты, мотопомпы и так далее. Там емкости для воды. То есть, если загорелся лесной пожар, можно не только своих и привлечь, допустим, местное население, школьников, чтобы было что с собой взять на этот лесной пожар и чем тушить. Поэтому на уровне лесхозов это пожарно-химические станции, это более такие серьезные подразделения. А вот в каждом лесничестве это пункт противопожарного инвентаря. Лопаты, грабли, топоры, всевозможные ранцевые опрыскиватели, емкости для воды, значит, спецодежда. Ну, я уже не буду перечислять все аптечки медицинские, то есть то, что уже временем и опытом доказано, что необходимо должно быть на лесных пожарах. Республика Беларусь достаточно большая страна в рамках Европы, поэтому здесь введено определенное лесопожарное районирование. Ну, с чем это связано? Я уже говорил, что Витебская область отличается от Брестской, допустим, пожарной опасности практически на целый месяц. То есть в Брестской области гораздо раньше сходит снег,
гораздо больше вот этот период вегетации. Витебская область немножко позже. И вот эта вот разница, естественно, это районирование показывает, какая территория, какой район наиболее опасный, какой район требует большего внимания, который меньшего. Здесь лесопожарный пояс особо опасный. Это темно такой красно-темно-коричневый. Второй — это такой голубой. И третий лесопожарный пояс — это зеленый. Я еще раз говорю, это комплексный такой показатель. Это не только там юг и север. Да? Мы с вами говорили, там другие могут быть породы, влажность, там заболоченность и так далее, и так далее. Количество дорог, количество населения. То есть это такие комплексные показатели. Чем более выше лесопожарный пояс, тем больше внимания он требует. Что значит внимание? Значит, большее количество надо сделать минерализованных полос, построить противопожарных разрывов, построить дорог, чтобы доехать до лесных пожаров, больше машин пожарных, емкостей, мотопомпы. То есть здесь прямая зависимость. Тем больше опасная территория с точки зрения лесных пожаров, тем больше внимания государство должно обращать на это дело и больше обеспечивать необходимыми, будем говорить, материальными средствами. Мониторинг лесных пожаров на территории Республики Беларусь. Разные направления, наземные. Это дистанционно-визуальные, имеется в виду вышки пожарные, видеомониторинг, когда вместо там наблюдателя находится сегодня видеокамера, космический мониторинг. Один недостаток, что на космических снимках только большие пожары заметны. Маленькие какие-то вспышки, они, так сказать, пока заметишь, пока определишь, разгорится большой пожар. Поэтому для Беларуси, может быть, там для тайги, для Сибири он хороший метод. Для Беларуси он немножко, так сказать, вызывает опасность. Если ты будешь сидеть только на одном и ждать космический снимок, а он не бывает 2 раза в сутки, то у тебя с маленького костра может появиться огромный пожар. Поэтому именно в Беларуси приняли такие направления, как именно видеомониторинг, когда загорелось, и ты сразу видишь и дым, и сразу можешь принимать меры, выехать и потушить по большому счету. Ну и авиация, МЧС Республики Беларусь достаточно тоже эффективно, особенно там, где какие-то, так сказать, места, где не установили видеонаблюдение или такой рельеф, что сложно заметить. Очень эффективно с воздуха, очень хорошо видно лесные пожары. Я могу даже по личному опыту, когда работал лесничими, нам сообщали, что горит в 67-м квартале такого-то лесничества пожар. Мы ехали к этому 67-му кварталу, объезжали, нигде не видели этого пожара. И если не в сообщение, что это с авиацией нам нашла, мы бы, наверное, никогда нашли бы только когда разгорелся большой пожар. Мы его проезжали по всем делянкам, и только тогда под елью там где-то что-то дымился именно торфяной пожар, который там не видно с вышки, а именно с самолета он хорошо виден, поскольку и так далее. Поэтому я думаю, что самое эффективное обнаружение лесных пожаров — это такое комплексное, когда есть и видеонаблюдение, и наземное наблюдение, и авиация. Самый хороший пожар, когда его увидели, можно лопатой потушить. Как только его запустили, все проехали мимо, прошли, там уже так разгорается, что потом надо целым районом, там десятки автомобилей, пожарных машин и так далее, и сотни людей, чтобы потушили. Поэтому я возвращаюсь снова, что очень важно для государства, для лесного хозяйства, чтобы все жители Республики Беларусь, особенно молодежь, были неравнодушны. Ничего сложного нету. Увидели пожар, увидели дымок, набрали телефон, позвонили. Даже если вы ошиблись, даже если там кто-то по какой-то костер и так далее. Вместе с тем, то есть не пожар, но уже есть какие-то. Это все равно очень важно. Это покажет что вы реально патриот, и что вы реально вы неравнодушны к своей родине, к своей природе. На следующем слайде вы видите систему дистанционного обнаружения лесных пожаров, так называемый видеомониторинг, о котором мы говорили. И я хочу не без гордости сказать, что это большое достижение. Нету на территории СНГ стран, которые бы полностью 100%
осуществляли видеомониторинг своих лесных площадей. Это только Белоруссия может похвастаться, и это очень приятно. Но я еще раз добавляю, ваша помощь никогда не помешает. Видео, есть где-то там ветер, дымок пошел внизу, пока поднимется на уровень видеокамеры и так далее. То есть ваша помощь никогда не будет лишней. Очень важно уметь тушить лесные пожары. Но гораздо, наверное, не менее важно — это профилактика. Одно из направлений профилактика — это лесопожарная пропаганда. Многие люди, не надо для них никакая пропаганда. Их еще родители воспитали, что надо быть аккуратным дома, не сорить, не бросать там и так далее. Но многие любят, чтобы им повторяли, чтобы им рассказывали, что не зажигайте костры, не бросайте спички. И вот для таких категорий очень важно, чтобы было и в интернете какая-то информация. Выступали по телевидению, по радио и так далее. Организовывали встречи. Разные люди. Кому-то достаточно один раз сказать, кому-то надо несколько раз повторить. Но точно не будет лишнее. Это противопожарная пропаганда. Человек потихоньку начинает привыкать и понимать, что действительно это что-то серьезное, на это надо обращать внимание. Нельзя там разжигать костры в неположенное время, нельзя бросать окурки. Допустим, я далек от мысли, что там основная масса зажигает специально лес. Просто если он, извините, разгильдяй, он привык в городе ехать, бросить в форточку где-то окурок какой-то, или там шел по тропинке в парке, в городском, то же самое спичку это там зажег, бросил. Он не нарочно, это просто неорганизованность. Поэтому таким людям надо повторять, рассказывать, для того, чтобы иметь какой-то эффект. А самое эффективное, конечно, чем раньше с детьми, с молодежью проводишь это, и чем больше они сами участвуют в тушении или охране лесов от пожара, тем меньше надо уже пропаганды. Вы уже знаете, что при высоком классе и чрезвычайном классе пожарной опасности может быть запрет посещения лесов. А как узнать? Надо выйти на сайт Министерства лесного хозяйства, там четко расписано, какие районы, какие области, в каких районах запрещено посещение лесов. Очень важно для юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, соблюдать мероприятия по предупреждению от лесного пожара. Первое — создание пожароустойчивых насаждений. То есть приветствуется смешанное насаждение, когда не чистая ель и сосна, а когда добавляется дуб, ясень, береза, лиственные деревья медленнее загораются и менее опасны при пожарной ситуации. Второе — создание противопожарных разрывов не менее 20 метров. То есть если даже загорелся один участок леса, для того, чтобы его легче было потушить, противопожарные разрывы, они всегда сыграют положительную роль. Создание противопожарных заслонов — это уже заслон не менее шириной 200 метров. Это очень серьезное такое сооружение. Оно именно от верховых лесных пожаров, для того, чтобы можно было остановить даже самый крупный верховой лесной пожар. Создание минерализованных полос. Минерализованные полосы, может быть, для специалистов это понятно, что для населения это когда трактор своим плугом распахивает, и появляется минерализованная полоса. Для чего это важно? Когда загорится сухая трава, она догорит именно до этой минерализованной полосы, и пожар остановится. Создание противопожарных водоемов. Чем они хороши? Строится дорога, противопожарный водоем, можно набрать всегда воды, и для животного мира очень хорошо. Можно и покупаться, в конце концов. И главное — заправить пожарную машину в случае лесного пожара. Массово-разъяснительная работа среди населения. Это постоянная работа. Здесь не надо ждать весны, не надо ждать того, надо круглый год поддерживать связь, отношения с местным населением, быть авторитетным и именно объяснять населению. Наземное патрулирование, чем он хорош? Значит, с авиацией можно быстрее найти лесной пожар, видеонаблюдение там дешевле, не надо ездить. Но чем он хорош? Вы, во-первых, можете сразу же и потушить, если где-то какой-то небольшой пожар. Второе, вы конкретно общаетесь с людьми, и если кто-то неуправляемый и не подчиняется, ему можно выписать и штраф, и все остальные дела. Работа группы включает там, как правило, наземное патрулирование не только там
пожарные дружины, но и можно работнику и милиции и так далее, особенно при чрезвычайных ситуациях. Здесь же можно подключать не только работников милиции, МЧС. Государственная лесная охрана частенько привлекает местное население, которое с удовольствием тоже участвует. И понимает, что если нельзя костер полить при такой жаре, так его нельзя. И правильно это оказывает помощь государственной лесной охране. Стационарное наблюдение с постоянных наблюдательных пунктов, мы уже говорили, хорошо, прекрасно. Видно на мониторе где-то в конторе все, что фиксирует видеокамера. Сегодня хорошие видеокамеры, они приближают, они увеличивают качественно. Авиационная охрана. Мало того, что охраняется, с нее можно есть специально водосливные устройства, которые берут до 3 тонн воды и могут вылить, особенно с вертолета, прямо на точку, там, где опасный верховой пожар. Космические способы, мы сказали тоже. Они хороши, они интересны, но надо понимать, что для Беларуси надо к ним очень осторожно относиться. Если будешь сидеть и ждать этого снимка, то можно сгореть и не дождаться. При тушении лесных пожаров применяются следующие способы и технические средства. Захлестывание огня по кромке пожара ветками, засыпка кромки пожара грунтом, прокладка на пути распространения пожарозаградительных и минерализованных полос, пуск отжига. Отжиг, мы уже немножко говорили, это встречный огонь, который идет навстречу верховому огню, встречаются, хлопок, и, в общем-то, уже горючие материалы впереди сожгли, и верховой пожар останавливается. Тушение горящей кромки водой, применение химических веществ, ну и тушение с привлечением авиации. Для примера можно посмотреть на слайде, как просто захлестывают огонь по кромке пожара вениками, наломанными ветками и так далее. Засыпка кромки пожара грунтом. Вода очень эффективна, и не обязательно пожарная машина, можно просто мотопомпа, даже более эффективна, чем пожарная машина, видите здесь. Очень эффективно ранцевый опрыскиватель, кажется, там 2 ведра воды, а тушит замечательно. Отжиг, то есть огонь идет навстречу, как правило, верховому пожару и решает задачу. Ранцевый лесной огнетушитель. Радует то, что на базе Минского автозавода делают хорошие пожарные автомобили. Вездеходы — это военная техника, которую переделали под вездеходы, особенно по болотам, довести личный состав, жидкости для тушения, устройство минерализованных полос. Это, в общем-то, хорошая техника. Один недостаток, что нужно его перевозить. Химические вещества применяются. Тушение, как я сказал, водосливные устройства, которые, в общем-то, 2-3 тонны вполне воды в одну точку. Вот сливают вертолеты водой, заливают, по сути дела. Ну, дорого. Дорого, и не так уже много сегодня в Беларуси этой техники, чтобы там каждый пожар заливать водой. С помощью самолетов. Здесь на картинках видно вот Ан-2 небольших таких самолетиков. Да, Б-200, который там берет по 20 тонн воды и тушит. Можно несколько слов сказать, что наука, технологии не стоят на месте, придумывают новые способы для тушения пожаров, в том числе и лесных пожаров. Поэтому вот одно из экспериментальных — это авиационное средство пожаротушения, такая бомбочка АСП-500. По сути дела, 400 литров воды. Но в чем ее плюс, что она прямо попадает, достаточно точно попадает в центр огня. Сегодня вообще беспилотники — достаточно интересная тема. Она, так сказать, участвует точно так же в экспериментах по тушению лесных пожаров. Здесь вот так называемые яйца дракона, когда воспламеняющее вещество и с помощью беспилотников делают пятнистый отжиг. То есть встречный огонь запускает, это не надо идти с этим ранцевым зажигательным аппаратом. Во-первых, это и безопаснее, это и быстрее. Шарик это сбрасывается, он сам воспламеняется, и, в общем-то, вот видно на картинке, что после удара о землю загорается и запускается встречный пожар, чтобы потушить, в первую очередь, верховой пожар. Очень интересная технология последняя — это тушение азотом. Суть идеи тушения заключается в том, что следует тушить не водой или реагентами, а на основе жидкого азота. Азот — газ, не поддерживающий горение,
Есть еще такая технология, как тушение звуком, позволяющая тушить пламя. Звуковые волны перемещают кислород, а специфическую частоту звука отделяют молекулы пламени от среды. 3 американских студента, которые во время вечеринки включили музыку так, что начали в них свечи тухнуть. Другие бы забыли про это. Они на завтра в лаборатории начали под разные мощности звука экспериментировать. Им стало интересно, а почему свечи вчера тухли именно от разных диапазонов волн. Потом они подключили уважаемых ученых, профессоров, и те вот в эту зависимость. Да, может, это сегодня на уровне какого-то эксперимента, но важно, что молодое поколение стремится открывать какие-то новые способы, полезные для человечества, в том числе и по тушению пламя, по тушению пожаров. Тушение взрыва. Здесь тоже интересная такой, значит, методика. Закладывается взрывчатка в определенная. Когда подходит лесной пожар, взрывается ударной волной, плюс еще песок и так далее. Грунт засыпает этот встречный лесной пожар. Но там есть масса проблем. Во-первых, не каждому имеют право пользоваться взрывчаткой. Небезопасно. Второе. Но оказывается, даже не это самое главное. Самая большая проблема, что ты закопал эту взрывчатку по какой-то полосе, а огонь пришел не одновременно к этой взрывчатке. Ты взорвал, и получается, что часть взрывчатки пошла неэффективно. До него не дошло ни пожара, ничего. Эта ударная волна не срабатывает. Со слов специалиста, которыми этим делом занимаются, то есть даже, я еще говорю, не то, что взрывчатка дорогая, не то, что там специалист, а именно, как угадать, чтобы этот огонь равномерно подошел к твоей этой линии взрывчатки. Дождь. С помощью йодистого серебра можно не только разгонять облака, но и, в общем-то, тушить. Но тут есть тоже такой момент. Для того, чтобы вызвать искусственный дождь, нужно, чтобы были облака. Как правило, если вы смотрите летом, нету ни облачка на небе, и тут уже бесполезна эта методика. Но сама по себе интересная. В общем-то, до 40 тысяч тонн воды можно вылить на этот лесной пожар, если есть какие-то облака. Было сухо, солнце, но облака появились, обработали йодистым серебром. Да, недешево, но вместе с тем я всегда говорю, что гораздо дороже, если этот лесной пожар дойдет до города, допустим, до складов каких-то военных, до атомной электростанции. И тогда уже ты деньги считать не будешь. Тут уже все будет дешево. Пожароопасный сезон в лесу обычно начинается в марте и оканчивается в октябре-ноябре и зависит от погодных условий. Если уже заканчивать наш разговор, то самое главное — это, конечно же, правила безопасного противопожарного поведения в лесу. И какие они сегодня существуют? Первое. Курение и использование огня. Курение рекомендуется в установленных местах. Убедитесь, что сигарета и спичка полностью потушены. Не используйте пиротехнику. Стекло, бутылки и другой мусор. Не оставляйте стеклянные бутылки, зеркала и их осколки в лесу. Сфокусированный солнечный луч может вызвать пожар. Еще одно направление – автотранспорт и техника. Избегайте движения в хвойных молодняках в сухую погоду. Не оставляйте промасленную ветошь из-за риска самовозгорания. Разжигание костров. Не разжигайте костров в хвойных молодняках, на опушках леса в сухую погоду при сильном ветре. Соблюдайте правила разведения костров. Все эти нехитрые правила позволят вам сохранить леса, добавить вам уверенности, надежности, что вы не являетесь источником огня, а наоборот вы патриот лесного хозяйства, Родины. Сохранить жизнь и здоровье себе и другим людям. С точки зрения нормотворчества, правительство по своим постановлениям Совета министров еще 28 октября 2019 года номер 722 определил специфические требования по обеспечению пожарной безопасности в лесах. Поэтому не поленитесь, почитайте. Они написаны достаточно понятным языком и не противоречат той нашей с вами беседе. Там тоже не разводите костры, а если разводите, то как разводите и так далее. Так все-таки что же делать, если обнаружил пожар? Самое первое действие – обеспечьте собственную безопасность. Второй момент – определите, насколько он опасен, этот очаг. Немедленно сообщите о возгорании в лесхоз, лесничество или МЧС.
Отправьте, если есть возможность, фото и позвоните по телефонах 101 и 112. Если вы видите, что пожар небольшой и есть возможность его потушить самому, можно попробовать. Но вы должны всегда понимать, что при какой-то малейшем сомнении лучше оставьте это дело для профессионалов. Ваша задача — сообщить, и вам будут все благодарны, что вы сообщили об этом лесном пожаре. Приедут специалисты, и с ними вы можете тогда поучаствовать в тушении лесных пожаров. Тушение очага в одиночку можно делать только в том случае, если вы уверены, что вашей жизни, вашему здоровью ничего не угрожает. Если вы в группе, постоянно контролируете друг друга. Подходите всегда с наветренной стороны пожара или хотя бы с боковой, для того, чтобы не задохнуться в дыму. То есть ветер должен быть от вас в сторону пожара. В противном случае вы надышитесь воздухом, дымом и можете потерять и сознание, и задохнуться. Если у вас есть возможность залить водой, можно залить водой. Если нет воды, желательно, чтобы ветками затушили и загоняли пожар внутрь очага лесного пожара. Если есть возможность, засыпьте землей. Правила безопасной эвакуации. Определите направление, куда движется пожар. Обычно туда, куда стелится дым. Уходить надо в обратную сторону или перпендикулярно. Использовать желательно дороги, просеки. Избегайте каких-то зарослей густых, чтобы вы там не заплутали, и потом вас пожар не догнал или не задохнулись вы по большому счету. При затруднении дыхания старайтесь двигаться чем ниже, поближе к земле, там меньше задымленность. А если еще это вам не помогает, по возможности дышите через ткань. А если у вас есть еще и водичка, можно полить любую, неважно, майку, рубашку, кепку, именно дышать, чтобы меньше в легких попало гари, дыма, выхлопов и так далее. В Республике Беларусь существует также ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В зависимости от нарушения требований этим законодательством определены от штрафа до уголовной ответственности. И даже такое безобидное, кажется, занятие, как сжигание травы в собственной территории, вы создаете опасность для лесов, для территории. Поэтому я бы попросил уважаемых слушателей, чтобы обратили внимание на такие требования, что ваше безобидное выжиг травы может повредить торфяники, может зажечь лес, и вы должны быть внимательны и понимать, что вас могут за это наказать. Разведение костров в запрещенных местах также влечет за собой наложение штрафа. Сохранение лесов от пожара — это важная экологическая, экономическая и социальная задача. Поэтому спасибо всем участникам, которые участвуют в этом проекте, в финансировании, поддержке материальной, моральной. И есть надежда, что будет хороший экономический эффект от нашей программы. Опыт выполнения этого проекта и подготовки этой программы послужит на благо не только лесам Беларуси, но и в масштабе мира, в той же самой Китайской Народной Республике, в Европе, поскольку эта проблема не только Беларуси, это мировая проблема, и с каждым годом она становится более актуальной, более острой. Мы будем рады помочь в распространении этого опыта.